Вас раздражает все вокруг и хочется все поменять, и начать хочется именно с себя, тогда наш телепроект для вас. Это телепроект «Я», где мы помогаем женщинам обрести свое новое «Я». Каждый выпуск одна из героинь преображается, обучается новым навыкам и меняется внутри и снаружи. Наша сегодняшняя героиня Лидия Захарова. Лидия Захарова в далекие 80-е и предположить не могла, что, приехав с мужем в Якутию из Донецка, останется здесь на всю жизнь. Зоотехник по образованию, работала в Нижнеколымском районе в оленеводстве. Влюбилась в бескрайнюю тундру и природу севера. Затем переехала в Якутск, но счастливая семейная жизнь закончилась, когда случилось непоправимое. Вначале ушел из жизни муж, затем любимый сын. Вспоминая то время, Лидия Васильевна плачет и сейчас. Кто? Дядя. Дядя. Как Вова так же, только Женя. Сегодня для женщины стимул к жизни единственная дочь Марина, внук и двухлетняя внучка, которой она посвящает почти все свое время, зачастую забывая о своих желаниях и мечтах. Она привыкла опекать всех, о всех заботиться. И зачастую за этой заботой она, конечно же, забывает о себе. Я очень надеюсь, что этот проект ей поможет сделать это. И она, наконец, узнает, кто же она для себя, а не для всех вокруг. За долгое время Лидия Васильевна в первый раз собирается уехать от родных и волнуется, как же они будут справляться без нее. Но настойчивость дочери в желании хотя бы ненадолго дать отдых маме убеждают ее решиться, как она считает, почти на авантюру. Но выбор сделан, и Лидию впереди ждут незнакомые места и новые знакомства. Хочется какого-то всплеска, перемен. Дома сижу с внученькой. Конечно, это очень приятное занятие, но хочется еще на улицу выйти и показать себя. Ну, посмотрим, что смогу я. Напомню, что всех участниц нашего телепроекта и экспертов красоты и здоровья, которые будут помогать им, мы увезли далеко от шумной столицы, и в течение нескольких дней будем общаться, учиться и мотивировать их на позитивные изменения не только внешние, но и внутренние. В нашем проекте мы рассказываем и показываем не только преображение участниц, но и открываем для зрителей достопримечательности и интересные места нашей Якутии. И в этот раз мы зайдем в гости в село Дгунютах Хангаласского улуса, в летнюю мастерскую, где своими секретами со всеми желающими делятся местные мастерицы. Творческая атмосфера захватывает любого, кто сюда заглянет. А полученные умения и навыки можно потом превращать в полезные и нужные вещи. А некоторых это даже вдохновляет на открытие своего собственного бизнеса. Для нашей участницы Лидии мы посоветовали выбрать то, что потом осталось бы на память о поездке, а вместе с тем, чтобы вещь была функциональной. Мастер Розалия Сафронова предложила изготовить браслет из конского волоса. Сначала вот берем вот такую вот. Ага. Эта заготовка делается 8. Я уже набираю тебе 3 штуки. Будем делать плетение из 6 узелков. Поставим. Теперь Вот эту вот поднести. с правой стороны прошли. Нет, фиксирую сначала вот это. Сколько тут узлов. И поправляем. Накладываем на пальчики 3 узла и начинаем уже плести через пальчик. Вот, да? Вот так вот. Ага. Держим. Теперь по порядку. Ну-ка. Вот так вот держим. И с задней стороны идем сверху, одну сверху, вторую снизу, уже начинаем плести. Подождите.
На все, на две накладываем или на одну? На одну сверху. Наложила дальше. Ага. И снизу вторую. Вот эту вторую Ага, вот снизу снизу идешь. сюда, да? Сюда. Дарю тебе вот это. Ага. Я вас должна благодарить. Я получила большое удовольствие от вашего таланта, ваших золотых ручек. Красиво. На здоровье. Спасибо. Розалия очень талантливая, очень положительные эмоции такие. Прям я большое удовольствие получила от работы с ней и от общения. Да еще подарок получила свою работу, можно так сказать. Спасибо, очень благодарна ей. Мне понравилось. Не знаю, смогу ли я так сама. Мало опыта, конечно. Это один раз надо учиться этому делу. После получения нового интересного опыта Лидия, вдохновленная, готова к дальнейшим позитивным изменениям и вместе со стилистом решила начать с разбора ее гардероба. Дарья Габышева, персональный стилист, коуч, блогер, многодетная мама, помогает девушкам в Якутии и за ее пределами найти свою неповторимость и очарование. Дарья убеждена, что все люди имеют свой стиль, и ее миссия – помочь его найти и подчеркнуть с помощью одежды. Здравствуйте, Лидия Васильевна. Сегодня мы с вами будем смотреть ваш гардероб. Расскажите, пожалуйста, какие вещи вы чаще всего носите? Ну, это платье у меня выходное. Мгм. Его подарила мне дочь и посчитала, что мне очень идет. Поэтому я... А это мне подруга подарила под это платье. Замечательно. Да. Замечательно. А это расхожее. Я могу в магазин в нем выйти, на работу, везде. Мгм. Сейчас дома сижу, конечно, но... Мгм. То есть чаще всего вы выбираете платье, соответственно, я понимаю. Мгм. В Вам... брюки дома хожу, на природу. Мгм, мгм. В платьях вам преимущественно комфортнее? То есть почему Ну, именно как-то платье? так воспитано. А что Наше поколение, девочка это- в платье? Наше поколение воспитано Мгм. на платье. Это чудесно. Мгм. Я хочу вас похвалить, потому что вот девушки, участницы наши разные, и вы единственная, кто сразу подобрал украшения к образу. На самом деле это прекрасно, я вас за это хвалю, потому что, Спасибо. во-первых, сочетается очень здорово, замечательно все выглядит, одна тональность, но при этом очень яркая, насыщенная. И вам тоже идет дочь, вашу тоже хвалю, потому что платье подобрано хорошо, материал отличный для в общем, мероприятий, правда, очень удобно, легко и вам подходит под ваш тип фигуры. Вот. Что еще хочется сказать, что, конечно, я понимаю, что если вам нравится носить платье, это правильно, то есть вы можете выбирать то, что вам нравится для вашего гардероба, и, возможно, вам нужно попробовать еще платье формата, так называемые платья халат или платья-рубашки, их еще называют, те, у которых пуговки по центру. То есть это тоже будет хорошо смотреться и зрительно будет вытягивать ваш силуэт. Спасибо. Вечером сегодня мы вам покажем, продемонстрируем те образы, которые мы для вас подобрали. Они достанутся вам в подарок от наших спонсоров. О, Поэтому жду не дождусь, когда мы с вами встретимся. здорово. Спасибо. Очень приятная, положительно влияющая на образ девушка. На нее смотришь, и самой хочется быть похожей на нее. Одобрила мои наряды, сказала, что женские. Ну, и я, естественно, сказала, что я воспитана на этом, на платьях. Ну и вот, благодарна всем за то, что я здесь. Наша участница Лидия Васильевна замечательная женщина с доброй душой. И, конечно, она выбирает очень женственные образы, это легкие воздушные платья. На самом деле это идеальный вариант и для ее типа фигуры, и возраста. То есть здесь все, как говорится, складно-ладно. Хочется добавить цвета, то есть потому что когда у нас
светлые оттенки у лица, все подсвечивается, поэтому мы будем идти сейчас по этой траектории, больше цвета и, конечно, добавим аксессуаров. Взрослым дамам хочется порекомендовать использовать вещи более светлые, опять же. Почему? Потому что именно они скрывают нюансы, возрастные изменения на лице. То есть мы подсвечиваем лицо, тем самым освежаем его, делаем его более светлым, скажем, ярким и так далее. И, конечно, исключить темные оттенки у лица, черный, коричневый, серый, потому что это всегда нагружает, это всегда подчеркивает любой изъян, поэтому лучше всего использовать светлое. Это всегда работает. Ну и, конечно, быть верным своему стилю, своему образу, не отказываться, если хочется от ярких аксессуаров или чего-то такого нравится, носите, чтобы чувствовать себя комфортно, самые красивые, неважно, сколько вам лет, это всегда работает. Чтобы выглядеть подтянуто и нравиться себе и окружающим, нужно постоянно за собой следить. Правильно питаться, заниматься спортом, ухаживать за собой. Но согласитесь, у всех ли получается уделять себе внимание столько, сколько нужно? Увы, у большинства из нас на первом месте забота о семье, детях, внуках, но наши специалисты с таким утверждением не согласны. Любая женщина при желании и любви к себе может найти время на все. И хотя участница проекта Лидия со спортом всегда была на «вы», согласилась ради перемен на встречу с тренером. Ирина Севрюк. Персональный тренер, трехкратная чемпионка мира по масс-рестлингу, 10-кратная чемпионка Якутии, лауреат Ассоциации национальных видов спорта «Сахада Спорт», имеет образование педагога-психолога и 10-летний опыт в качестве тренера, занимается фото и видеосъемкой, любит путешествия, увлекается музыкой и психологией. Ирина, в силу того, что у меня болит коленка, да и возраст уже не сильно активный такой, чтобы бегать или силовыми какими-то там упражнениями заниматься. Я бы хотела узнать суть скандинавской ходьбы. Что это дает и эффективно ли это? Очень хороший вопрос. Как раз в вашем случае людям с больными суставами, в частности коленями, рекомендуется не ставить на себе крест, а наоборот быть в движении, в активности. В частности, это будет у нас скандинавская ходьба. Ставим палочки. Далее шаг вперед и корпус как будто бы вперед подаем, прокручиваем. Раз сделали, да. И второй раз сделали. И раз сделали. И раз сделали. То есть, если видели, то, как правило, люди у нас ходят, либо палки везут за собой, либо вот просто какие-то механические движения, которые, конечно, результата не дают, да. Суть у нас прокрутить тоже корпус. И раз сделали, два сделали, раз сделали, два сделали. Очень так. Да, и раз, и два. Да, не спеша, в своем темпе. Ну что, получается? Я думала, как на лыжах. Раз, почти как на лыжах, да, только лыжи в другой позиции. Да, вот. И ножку вперед, и палку вперед. То есть вся правая сторона вперед. Рука левая сзади. Как вам? В быстром виде это вот выглядит так. Я поняла суть хоть, да. Раз, То есть какая нога, такая и рука. То есть полностью сторона у нас ведущая, допустим, правая полностью. И именно вот спиной тоже работать. Вот у нас движение, вот. Заниматься можем по мере возможности, но лучше советую начинать с малого. Пусть это будет хотя бы качественные 5 минут, 10, но они будут качественными. То есть вот как мы сейчас прошли. Это качественный вариант. И потом, если мы чувствуем, что нам становится уже более-менее легко, и организм адаптировался, можем чуть-чуть это время увеличивать. До 15, до 20 будет вот так с головой. По времени проведения, если удобно, утром, либо в обед вечером, ограничений нет. Как вам комфортно, как организм себя чувствует. Да, спасибо, хорошее дело. Пример, как можно поддерживать себя в тонусе, в активности, несмотря на возраст, какие-то определенные травмы,
боли в суставах. Это у нас скандинавская ходьба, где участвуют у нас не только, как казалось, мышцы ног или просто вот руки, да, кисти, но и полностью весь корпус, мышцы кора, ноги, соответственно, дыхание мы держим в норме. Полезно очень для сердечно-сосудистой системы, опять же таки для по большей части людей, находящихся в таком зрелом возрасте. Самое важное и главное, чтобы люди делали качественно, соблюдая технику и не шагали в горы. То есть по возвышенностям, чтобы не усугубить ситуацию, там, допустим, на коленный сустав. Скандинавская ходьба – это не просто ходьба, оказывается, а еще и упражнения для спины, для талии, То есть работает весь корпус. И мне понравилось. Я сейчас почувствовала, как это аж как будто бы прилив какой-то. Так что я буду заниматься. Спасибо вашему проекту. Ксения Ивашковская, семейный психолог, психотерапевт, тренер школы гибких навыков, помогает лучше понимать себя, справляться со сложными жизненными ситуациями, обучает навыкам безопасного общения и управления конфликтами, автор блогов и публикаций в СМИ по детско-родительским отношениям. Лидия, есть ли такая вот тема в вашей жизни, которую вы бы хотели обсудить с психологом? Есть ли что-то, что вас волнует, и вы хотели бы разобраться? Ну, если честно сказать, я об этом не думала, никогда не задавалась целью. Ну, а вообще, конечно, может быть и полезно, потому что вот я уже, как сказать, пенсионный возраст, но еще не преклонный, но у меня присутствует страх быть ненужной. Ну и одиночество тоже я боюсь. Я всю жизнь привыкла между людьми, кому-то быть полезной. Мне часто дочь говорит: ты всем полезна, только не для себя. То есть она меня даже корит за это. Замуж отправляет. А я не хочу этого. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы рядом были, ну, допустим, не мешать никому тоже. А кто сейчас с вами рядом есть? Кто ваши Это я близкие? с ними рядом, с дочерью и с внученькой. Дочь и внучка. Внучка, да. А внучок у меня не со мной живет и редко видимся. Получается, внук живет со своей мамой отдельно, да? Да. А вы живете именно сейчас вместе с дочкой и внучкой. Да, и внученькой. Красавица моя. А расскажите, пожалуйста, как ваше время проходит? Как вы проводите день? Ну, в данный момент время у меня свободного. Если есть, то я собой занимаюсь, стараюсь там что-нибудь, зарядку или пойти прогуляться. Ну, то есть, а вообще-то мечта у меня заниматься разведением роз. Роз? Да. И причем красивых, колоритных. Есть ли что-то сейчас, что мешает заняться розами? Есть, конечно. У меня была мечта еще на Крайнем Севере. Я мечтала о розалии. Когда мы приехали в Маган, муж мне пообещал построить теплицу. И говорит: у тебя розы будут круглый год. Я тебе сделаю, проведу отопление. Ну, случилась беда, его не стало. А мечта все равно осталась. А мечта осталась? Да, ну я ее не смогу осуществить. Именно здесь север все-таки. Как будто образовывается два варианта. Либо не сделать ничего, либо, может быть, сделать тот вариант, который вам сейчас по силам, по возможностям. Ведь розы бывают и комнатные. Ну, комнатная – это комнатная. Это уже не тот грациозный вид, который я люблю. У меня такое впечатление, что вы сейчас не согласны на компромиссы. Мечта должна быть выполнена в том виде, в котором вы ее мечтали изначально. Пусть оно будет мечтой. Пусть оно будет мечтой? Да. Тогда о чем бы вы могли заботиться в реальности, оставив розы мечтой?
Самое главное, у меня забота внучка и внук. Давайте сейчас вспомню о том, что вы сказали в начале о тревоге, быть ненужной. И сейчас я думаю о том, что девочке всего 2 года, до того, как она станет склонна к независимости, да, когда захочет заняться чем-то своим, например, подростки во сколько лет начинают отказываться, да, от того, чтобы их сопровождали, это произойдет, наверное, годам к 14. Да, или, может быть, к 13. Более 10 лет сейчас ребенок нуждается в том, чтобы вы заботились и были нужны ей. Тревога о том, чтобы быть нужной, да, эта тревога скоро заменится, наверное, на потребность, наоборот, отдохнуть. Да, может и так. Спасибо вам, что вы делитесь этой тревогой, потому что она ведь касается всех, кто родитель, всех, у кого растут внуки. Да, это чувство знакомо многим людям. Спасибо. И вам спасибо. Будем надеяться, я что... вот по ходу разговора почувствовала, что я преодолею этот страх. Даже вот прямо сразу. Давайте. Разговор с психологом, тем более если это впервые, волнительно. Понятно, что предстоит все это еще осознать и проанализировать. Но главное, начало есть. Значит, последует и продолжение. Ну, наверное, иногда полезно поговорить с психологом. Я никогда, кстати, ни с кем не разговаривала. Было в жизни очень много проблем. Ну вот, чтобы собраться с силами и пойти к психологу, как-то не доходила. Старалась все себе переживать. Но сегодня мне понравилось. Она как-то вот очень, чувствуется специалист своей работы. Вынесла какие... Прямо вот мгновенно я почувствовала, что я боялась страха, что быть не нужно, я как говорила, да. А тут что-то у меня мигом, она меня вот подвела, так внучка там, то заботы. И я поняла, что правда, чего бояться, надо заботиться о внучке и жить, продолжать жить. А о розах можно и мечтать. У каждой женщины в этом возрасте возникает вот это пространство и эта тревога, что она будет не нужна. И при этом, что вызывает большое уважение, Лидия понимает, что вот задавить своим вниманием, опекой, везде, значит, все быть на подхвате, там, лезть, как говорят по-простому, что этого делать не нужно, что это как раз-таки, наоборот, отталкивает, да, близких детей, внуков. Она хочет этот баланс найти. А если у женщины такой маленькой внучки нет, конечно, нужно искать, чем себя занять. Да? Потому что вот этой тревоги, да, что ты не нужен, противостоит только что занятость, хорошая занятость, занятие любимым делом. Да? И если у человека уже ограниченные возможности по здоровью, он не может, например, там, заниматься альпинизмом, как любил, нужно обязательно искать компромисс. Обязательно нужно жить, обязательно нужно быть вовлеченным и заниматься только тем, что ты любишь, что наполняет энергией. Я желаю каждому, кто находится в таком кризисе, пройти через него к чему-то интересному, где есть любовь. Теперь, после разговора с психологом, отношение к возрастным изменениям у Лидии стало более спокойное. Она теперь знает, что у каждого возраста свои прелести и свои плюсы. Но это отнюдь не значит, что пора все пускать на самотек. И в первую очередь это нельзя допускать в отношении внешности. Как правильно ухаживать за увядающей кожей, как наносить повседневный макияж, знает опытный визажист. Надежда Ларионова, архангельская, визажист с опытом более 10 лет, обучалась у ведущих визажистов России и Казахстана, имеет международные сертификаты, передает свой опыт начинающим визажистам на авторских курсах, считает себя фанатом профессии, а макияж – способом творческого самовыражения. Надежда, я не такой слишком знающий, не знаток, значит, макияжа. Ну, косметикой пользуюсь, но очень скромно. Поэтому я хочу, чтобы вы меня сами определили, что... На мое усмотрение. Да, на ваше усмотрение, чтобы вы определили, какой мне макияж нужно в моем возрасте. То есть вы мне полностью доверяете?
Ну, да. Давайте сделаем меня красивой, помоложе. Обязательно. И все. С чего начинается у нас любой макияж? С очистки лица. С ухода. Увлажнение, наше все, питание. Скажите мне, пожалуйста, какую косметику мне хотелось, ну вот могу я по средствам, допустим, как пенсионерка, чтобы недорого. Ну, смотрите, да, я не вижу смысла конкретно тратиться прям на суперлюкс. Я, конечно, люкс люблю, обожаю, но сейчас такое время, что масс-маркет вполне себе очень даже качественную косметику делает. Я бы рекомендовала вам обратить внимание на корейские бренды уходовые, то есть когда BB-крем, CC-крем, да, что-то такое очень легкое, и чтобы там были функции антивозрастные. Ну вот, допустим, все клеют реснички. Это для ресниц не вредно? Нет, не вредно абсолютно. Ресничный клей, он сам по себе, когда засыхает, он превращается как в такой полимер. Это силикон. Он не несет никакого вреда абсолютно, он никуда не впитывается. То есть это полимер. Застыл на ресничке, потом смылся. Ну, конечно, индивидуальная непереносимость, она бывает. Приступим к покраске ваших бровей. Видите, у вас татуаж. Как бы, да, со временем пигмент изменил цвет, он серый. Вам по цветотипу такой цвет совсем не подходит. Поэтому мы это все обязательно должны закрасить. Более такой русый, более коричневый оттенок. К сожалению, такие оттенки скрыть сложновато, потому что между собой оттенки тоже друг на друга накладываются. Ну, в идеале такие брови, конечно, загримировать можно. Сейчас очень многие сводят же. Сейчас мода сводить татуаж. Высветляют сейчас многие брови. За время пребывания на турбазе участницы телепроекта переживают много эмоций, которых в обычной жизни не так много. И то, что они сейчас далеко от своих родных и дома, новые знакомства и общение – все это тоже своего рода перезагрузка и попытка взглянуть на себя со стороны и узнавание себя новой. Настойчивости и терпения хватает не всем и не всегда, но наши героини очень стараются. Что касается финального выхода в нарядах, подобранных стилистом Дарьей Габышевой, для героини проекта Лидии это было действительно испытание. Принять кардинальные изменения, как оказалось, ой, как непросто. Сейчас мы встречаем Лидию. Мне очень нравится. Прям шикарно. Мне очень нравится прическа. Прям вам очень идет. Спасибо. Вы, не то чтобы другая, но что-то новое появилось. Ну и хотела ж перемен. Получилось. Получилось? Угу. Что было самым таким сложным и неожиданным для вас? Ну, сначала я, конечно, не поняла ни прическу, ни свой образ, а потом подумала, а что, может, и надо так. Вы ощутили как-то себя, может быть, какой-то более современный, немножко отличается от вашего гардероба? Да, помолодежнее стала. С молодежью я тоже помолодела, и образ мне создали молодежный. Ну, просто у нас один, да? Здесь вот в этом образе мы нашли компромисс. Второй не захотелось. Все очень гармонично. Второй образ не захотелось, да? Ну, пока я была против, мне не очень понравилось. Но вот молодые меня убедили, сказали, одень, попробуем, посмотрим. Попробуйте второй образ? Да. Ой, как чудесно. Очень рада. Это просто для нас новость. Ну, тогда ждем. Ну, у вас должны быть новости, не только же у меня. Потрясающе. Все, ждем тогда. Спасибо большое.
Да, конечно, плачет. У нас и участницы, у нас и ведущие. Стилисты плачут, ну потому что это реально, это круто, это круто. У нас эксперты плачут, ребята. Да, потому что вот это проект, который настоящий удивляет. у меня тут трансформация происходит, мне кажется, а не у участниц. Да, кстати, вот вещи для наших участниц, для Лидии Васильевны, для нашей участницы Светланы образы предоставил магазин Plus Size. Там всегда можно подобрать отличный базовый гардероб. Это магазин, который разрушает стереотипы. Сейчас вообще Лидия действительно выглядит очень стильно, свежо. Даже какой-то морской стиль получился. Вообще классно получилось. Мне кажется, вот это такой стиль, в котором, я говорю, можно пойти на прогулку с внуками и тут же изменить макияж и пойти в ресторан. Да. Или что не мешает. И вообще белая рубашка – это уникальная вещь в гардеробе. Так же, как белая футболка. Да, должна быть которую всегда. можно комбинировать, Вот, конечно. здорово. Несмотря на то, что наша участница все же вышла в образе подобранным стилистом, согласилась на него не сразу, и поэтому второго выхода героини эксперты ждали с волнением. Сейчас мы встретим героиню, которая была для нас особенной, как минимум потому, что мы в принципе не ожидали, что она решится на второй выход, и с нетерпением ждем, какая она прекрасная. Итак, Лидия. Это потрясающе. Это вот по-настоящему потрясающе. Как ощущение в платье? Ну, как вам сказать? Если честно сказать, мне не понравилось. Я не привыкла к такому образу. Но опять ссылаясь на молодых людей, на стилиста, на визажиста, на ведущую, психолог тоже приложил свою руку. Ну и спорт тут подсказал. В общем-то, решила выйти. Я уважаю очень сильно Лидию Васильевну за то, что она умеет отстаивать свои границы, не соглашается на что-то, потому что это тоже нужно. То есть не там перебороть себя, да, может быть, тоже где-то надо, но отстоять свою точку зрения тоже нужно уметь. И это, например, нам, как молодому поколению, уметь говорить «нет», всем нужно еще поучиться. Ну, честно, да, поэтому здесь я очень горжусь этим. Вообще да. очень рада, что вы решились. Да. Потому что причем. это победа. Но навстречу нам для тоже всех, пошли. потому что вы решились уступить, проявить толерантность к выбору стилиста, примерить наряд и показать, как он на вас сидит. Я хочу вручить вам сертификат за участие, потому что мы очень рады с вами познакомиться. Мы рады, что вы для себя тоже испытали какие-то эмоции новые, примерили новый образ, примерили новый макияж. Спасибо большое. За участие. Спасибо. Вы большая молодец. И подарок от нас. Это ювелирная компания Керги, 5000 рублей на ювелирные изделия. Мы надеемся, что они дополнят вашу копилку и подарят тоже положительные эмоции, воспоминания о нашем проекте. Даже не ожидала. Большое спасибо. Вам огромное спасибо за участие. Спасибо. Наша участница. Хочу сказать спасибо телеканалу Якутия-24 за проект, очень нужный для женщин любого возраста. И моего, и помоложе, и постарше, и юных девушек. Это очень хорошая, поучительная программа. Тяжело, я не ожидала, что будет тяжело, но я еще не привыкла к этому образу, но уже вливаюсь в эту роль. То есть мне понравилось быть молодым, энергичной, молодой и энергичной. Прям жить хочется и туда, и сюда. Гармония с собой и окружающим миром – это естественное состояние женщины. Как часто в суете дней мы об этом забываем. Позвольте себе быть счастливыми и наполненными энергией. Это телепроект «Я» и я, ее ведущая Вероника Тамтосова. Не пропустите в следующие выходные еще одна история чудесного преображения нашей героини с помощью специалистов на канале Якутия-24.